Что сход проведет лично сам глава республики, жители известили заранее, потому свободных мест в недавно построенном Доме культуры нет. Молодежь, как и положено, уступает старшим. Председатель общественного совета села решил озвучить самые актуальные вопросы. Это и освоение земельных участков, и здравоохранение, образование, и даже проблемы выпаса скота. Док соцобъекты отводить к важный вопрос, отводить легким вопросом же, что лат за колебаться, лат за пазбиш вопрос. В сельском поселении сделано многое. За последние годы здесь появились школы, детский сад, ФУК и даже фельдшерско-акушерский пункт. Глава региона призвал местных жителей беречь все это, а чтобы держать на уровне существующий результат, необходимо самим сообща решать проблемы, не дожидаясь вмешательства со стороны. Сельские поселения, по его словам, не такие большие, чтобы люди внутри этого населенного пункта не могли помочь друг другу. До сих пор депутаты после отдастешь. Шен юртер молодые, за что вы отвечаете, и главы района молодые, и лакель молодые. Ваш самый юртер, самый от юртер, дедел хамы почавут хата. Нас не закачет, табель были бейти, нас на хажавалось. Кантышево всегда славилась своими плодородными землями. Здесь не одно десятилетие возделывали в гупах различные культуры. Большинство присутствующих – люди, которые почти всю жизнь проработали на поле. Потому и вопросов больше именно земельных. А вот Магомед Чумаков работает трактористом уже много лет. Почти вся его жизнь прошла на полях местного ГУПа, который как раз и планирует расформировать. Но стаж и ответственная работа все равно не являются значимыми факторами, чтобы Магомед получил для освоения хотя бы 5 гектаров в аренду. Руководитель региона заверил всех, что со следующей недели в поселении будет работать специальная комиссия, которая разберется в земельном беспорядке. Да, министр имущества, Санкера Шинкера Бог полностью с картинкой должен. Но Бог хабе больше, Бог эти бы. И возможности много сложно, да? Но салят дыр, асхамдуллах, асхамдуллах, асхамдуллах. Но в сельском поселении есть и другие проблемы. Например, от второй сельской школы нет тротуаров, по которым могли бы ходить дети, ими служит обочина дороги. А Мухажир Раушев пожаловался на быстрое движение автотранспорта рядом с местной школой и больницей. Отсутствие светофоров, регистраторов и искусственных неровностей делают для автолюбителей эту дорогу гоночной трассой. Ну и контроль на таких участках, конечно, необходим. Поручили разобраться с этим местному участковому. Молодой инициативный Идрис Дасхоев любит путешествовать и осваивать новые территории, но еще больше любит свою республику. Он поделился свежим взглядом на популяризацию нашего региона среди туристов. Дело в том, что очень мало рекламы у нас о наших горных местах. У нас республика дотационная, это нельзя забывать, и выделять большие деньги на туризм это будет неразумно, потому что тем более у нас самый маленький субъект в Российской Федерации. Я что предлагаю? У меня есть, я подготовил проект, я просто Аракс из Новосибирский Полтнебрас. Я работал в этой сфере. Если у вас будет время на досуге, я хотел бы вас попросить, чтобы вы немного ознакомились. Юнусбек Евкуров с интересом выслушал идеи инициативного парня и предложил ему поделиться ими с комитетом по туризму, чтобы там приняли во внимание планы Идриса, поскольку свежий взгляд и молодая кровь пригодятся в любой сфере. Также жителей интересовал и вопрос перебоев с электроэнергией. Особенно проблемы с перепадами случаются в районе новостроек. Несвоевременная оплата потребляемых ресурсов – главная проблема жителей, считает глава. С оплаченных коммунальных платежей реконструируются сети и трансформаторы в том числе. Но представители РЭСа заверили, что несмотря ни на что, через 2 недели будет введен в строй 4-й фидер, что позволит разгрузить сети. А вот с газовой службой не все так просто. Сотрудники «Газпрома» бесплатно установили всем кантышевцам новые счетчики, правда, должников от этого меньше не стало. 234 абонента имеют задолженность текущую с 1 мая более 5000 рублей каждый. Так.
И 245... С 1 мая, да? Да. Так. И 245 до 1 мая 100 тысяч рублей и более. И более. Вот с ними что мы делаем? А руководители «Газпрома», а скоро мы будем 27-го здесь проводить совещание, все начальники приедут, они говорят, если село платит текущие платежи, инвестиции, отправим в село, поможем селу, и ФОК, и это помогать будем. Если село еще гасит долги, то эти долги возвращаются в село обратно как инвестиции. В завершении исхода Юнусбек Евкуров передал Исрапилу Латырову зеленую папку, чтобы он собирал в нее насущные проблемы жителей и не забывал, что их необходимо решать. И напомнил, что главы поселений и чиновники должны служить народу, а не наоборот. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.